Казахстанской армии некому служить, проститутки подорожали, предвыборные скандалы, за кого голосовать. Привет, это Айран. Обзор за неделю. Сначала новость, которая взорвала Facebook. В сеть попало видео, где известный бизнесмен, совладелец компании Чока Фэмили Рамиль Мухаряпов рассказывает понаехавшим россиянам про казахский язык. Вас не обслужили на русском и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, и постарайтесь, отнесись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем проводить какую-то ненависть, и так далее. Вот. Но на самом деле, опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да? Потому что, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, тоже культуры, да? То есть мне кажется, что вот этот первый поинт гостеприимства, оно должно вообще все перевешивать. Некультурное высказывание Мухаряпова о казахском возмутило даже русскоязычных казахстанцев. Люди массово предлагают удалять приложение его компании, больше не заказывать там еду, не покупать авиабилеты, ведь оказалось, что большинство сервисов Чока не переведены на казахский язык. Правда, после скандала приложение обновили, а сам Мухаряпов извинился на казахском языке, как смог. Салям, достар. Сіз кешегі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Что хочу сказать? Я для начала хочу извиниться перед всеми, кого видео задело. Я его пересмотрел. Действительно было очень грубо и резко сказано. Я язык не очень хорошо понимаю, да? Аздап түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Ал енді сөйлеуге, үйренуге тырысамын. Достар, тағы бір рет кешірім сұраймын. В Казахстане сегодня началась предвыборная агитация, но не все кандидаты в президенты прошли фильтр. Первой с дистанции сошла психолог, коуч и бизнес-тренер Фатима Бизакова. Вместе с ней не выдержал проверку ЦИКа Талгат Ергалиев и Хайрула Габжалилов. Но самой скандальной оказалась дисквалификация бывшего депутата Нур-Отана Нуржана Альтаева. Он не смог подать документы от своей незарегистрированной партии Ель-ТРГ и выбрал для этого организацию под названием Мукалмас. И все было хорошо, пока сама эта организация вдруг не заявила в ЦИК, что никакого Альтаева она в президенты не выдвигала. Хотя у Альтаева другая версия. Они угрожали членам Мукалмас, чтобы они отказались от своих подписей на решении этого общего собрания по моему выдвижению в президент. Однако члены Мукалмас проявили стойкость, и ЦИК был вынужден принять мои документы. Скандал разразился такой, что дело дошло до суда и пришлось даже запрашивать видеособрание, где обсуждали кандидатуру Альтаева. И выяснилось, что на самом деле съезд проголосовал против, а документы Альтаев якобы подделал, за что теперь ему грозят уголовным делом. Провластные юристы наперебой требуют, чтобы на несостоявшегося кандидата подали в суд. Но ЦИКу на неделе, видимо, было не до этого. Там проверяли остальных кандидатов. Первыми регистрацию получили действующий президент Касым-Жомарт Токаев, кандидат МЭМ от аула Жигули Дайрабаев и профсоюзный деятель Мейрам Кажеке. Астана приходит в себя после массового нашествия президентов. 3 саммита с участием 11 глав государств завершились еще в минувшие выходные. Но казахстанцы продолжают обсуждать заявления отдельных политиков и кадры двухсторонних встреч. Путина, который предложил совместно бороться с нацизмом в 1925 году, смог переплюнуть только Лукашенко. Александр Григорьевич встретился с Нурсултаном Абишевичем. Видео внезапного дружеского визита облетело все телеграм-каналы. 2 старых друга, но не молодых уж точно, встретились крепкими объятиями, посидели на креслах для протокольной съемки, а после Назарбаев подарил Лукашенко коробку с казахстанским шоколадом и фотоальбомом. На память, ребята, для всей нашей встречи. Это вот мы втроем. Это евроответственность. Этому ролику предшествовало другое видео, но уже с участием Лукашенко и действующего президента Казахстана. На саммите СНГ белорусский лидер внезапно решил покритиковать коллегу и получил, что называется, адекватную ответку. Касым-Жомарт Кемелович, а что вы не объявили? Мы же почти генсека избрали, а вы не объявили. Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя. И
И сразу стало понятно, что у Лукашенко и Токаева намного меньше общего, чем у Лукашенко и Назарбаева. Вроде бы президенты после встречи посмеялись, но обниматься никто не стал. Хотя в плане критики, безусловно, всех превзошел президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он назвал все эти саммиты показухой и указал Путину на несправедливое отношение к странам Центральной Азии. У нас обязательно изучение русского языка с детского сада. Военные базы есть, полигоны так как были, так и остались. Всегда уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Незамеченным выступление Рахмона остаться не могло. Политологи снова заговорили, что Путин больше не авторитет в регионе. А британское издание Daily Mail и вовсе назвало заявление Рахмона унижением для российского диктатора, который, цитата, «потерял уважение и влияние у себя на заднем дворе». В казахстанской армии скоро будет некому служить. Интересные цифры предоставили аналитики Ranking.kz. Они посчитали, что в прошлом году в ряды вооруженных сил призвали меньше 20% парней, которые потенциально могут защищать родину. То есть остальные 80% оказались негодными, получили отстрочку либо вовсе откосили. Причем эта тенденция наблюдается последние 5 лет. А прошлогодний призыв стал самым малочисленным. Из 165 тысяч парней призывного возраста берцы надели только 32 тысячи, а больше 20 тысяч оказались больными. Аналитики видят в этом серьезную угрозу безопасности. Это тревожная ситуация, которая может угрожать фундаментальной национальной безопасности страны. Армия Казахстана зависит от постоянного притока военнослужащих. Если тенденция сохранится, вооруженные силы, вероятно, будут страдать от нехватки личного состава при военной угрозе. Готов ли Казахстан к войне и сколько человек в случае реальной угрозы мы можем поставить под ружье? Журналисты Айрана делали подробный разбор сегодняшнего состояния казахстанской армии. Ссылка будет здесь и в описании под этим видео. Но вернемся к цифрам ранкинга. Эксперты утверждают, что Минобороны уже который год подряд не может выполнить план по призыву. Как это работает? Президент подписывает указ, сколько человек нужно призвать в армию. Военкоматы раздают повестки. Далее парни проходят медкомиссию или получают отстрочку. На этом этапе и отсеивается большинство защитников Родины. Обычно разница между ожиданием и реальностью не больше 1000 человек. Но в этом году Токаев решил зачислить в ряды вооруженных сил рекордное за последние годы число парней – 35 тысяч. Осенний призыв продлится до декабря. И тут главный вопрос на фоне войны в Украине, мобилизации в России – станет ли в Казахстане больше желающих взять в руки оружие? Акимат Астаны решил увековечить очередное детище Нурсултана Назарбаева. Главную мечеть Казахстана, которую построили по инициативе бывшего президента, внесут в список памятников истории и архитектуры. Правда, местного значения. Хотя сама мечеть уже названа самой крупной в Центральной Азии и вошла в топ-10 самых больших мечетей в мире, почти 84 гектара земли, 4 минарета высотой в 130 метров и самый большой в мире шерстяной ковер ручной работы будут официально охраняться государством. Самое интересное, что открыли эту мечеть всего 2 месяца назад, а уже хотят признать памятником истории. Открывал архитектурную жемчужину, как ее теперь называют, на сайте Ельбасы сам бывший президент Назарбаев. Компанию ему тогда составили такие же бывшие акимы Жамбылской и Алматинской областей и бывший премьер-министр. В общем, весь старый Казахстан почти в полном составе. За эти 2 месяца главная мечеть уже попадала в скандальные сводки новостей. Вирусным стал ролик с девушкой, которая решила устроить танцы на территории, но тогда казахстанцы больше возмутились спокойствием прихожан. Никто танцовщицу остановить не пытался. Но теперь, когда здание будет охраняться государством, таких инцидентов, вероятно, не допустят. К слову, в Астане всего 39 памятников истории, и в этом списке действительно старинные здания времен конца 19-го, начала 20 века. Но теперь там окажутся и современные шедевры архитектуры. Вместе с главной мечетью Казахстана памятниками истории признают Дворец независимости и пирамиду, то есть Дворец мира и согласия. В Казахстане подорожала платная любовь. Стоимость услуг алматинских девушек по вызову подскочила сразу в 2 раза. Как пишет Экспресс.К, если раньше за час любовных утех с мужчин брали 15-20 тысяч тенге, то сейчас ценник доходит до 50 тысяч и выше. И виной всему, уточняет издание, понаехавшие россияне. Видимо, тот самый случай, когда спрос рождает предложение. Журналисты не поленились и опросили самих жриц любви, и те подтвердили, что цены действительно подняли, но пока никто не жаловался. От клиентов нет отбоя.
Впрочем, по официальной статистике Нацбанка платные услуги в стране подорожали всего лишь на 12%. Но вряд ли, конечно, чиновники учитывают секс и инфляцию. А вот цены на продукты даже по данным правительства продолжают ставить рекорды. В сентябре они подскочили на 22%. В общем, есть стало дорого, снимать квартиру дорого, теперь еще и путану вызвать тоже дорого. И все это из-за беглых россиян? В МВД при этом продолжают уверять, что граждан России уезжает из Казахстана больше, чем приезжает. А в Алматы и вовсе на постоянку решили остаться всего чуть больше 100 русских мигрантов. 79 оформляют вид на жительство, 35 решили получить гражданство. Остальные, видимо, еще не определились и продолжают искать квартиры и проституток. Подписывайтесь на Айран, ставьте лайки, пересылайте этот ролик знакомым и разбирайтесь вместе с нами, что это было.